Добрый день, Александр. В 6-й раз открывает свои двери Международная драматургическая лаборатория. На фотографиях с предыдущей люди за длинным столом сидят, что-то обсуждают, что-то записывают. В этой что-то поменяется? Формат, он все-таки довольно уникальный, и нам его необходимо соблюдать. Основная его черта в том, что драматурги и режиссеры, встречаясь на лаборатории, озвучивают друг другу в общее пространство свои желания, как вот я бы хотел написать пьесу или поставить спектакль, который, и именно когда звучат эти желания, драматурги и режиссеры объединяются в пары. И затем уже пара на протяжении 5 дней работает над созданием текста на ту тему, которую они вместе выбрали. Поэтому это, конечно, неизменно. Но, во-первых, у нас разные люди принимают участие в лаборатории. Во-вторых, время не стоит на месте. Тематическое поле, конечно же, меняется. Ну и еще очень много зависит от личности куратора. Вот в этом году это Павел Арье из Украины, когда-то это был Михаил Угаров, в прошлом году была Ярослава Пулинович. И, конечно же, в каждый раз куратор привносит свои методологические и тематические тоже воздействия. Сегодня пьесы, созданные в рамках лаборатории, украшают сцены наших театров. Когда создавался проект, вы рассчитывали на подобный результат? Конечно же, нет. И мне кажется, что сейчас в Беларуси не так много спектаклей по современной драматургии. Хотя, да, ситуация меняется в лучшую сторону, их становится все больше и больше. И мы надеемся, что вносим в свои лаборатории в это лепту. Ну и, кроме всего прочего, мы очень рады, например, тому, что в этом году на Международном Платоновском фестивале в Воронеже 6 читок будет по пьесам, авторы которых из Беларуси, и 2 из них как раз-таки написаны на нашей лаборатории. Похвастайтесь, за эти 5 лет чем может гордиться лаборатория? Пьеса «Это все она», написанная Андреем Ивановым, начала свое путешествие по различным сценическим площадкам. Из экзотики я бы отметил постановку этой же пьесы в Уругвае, например. Пьеса «Опиум», написанная на лаборатории несколько лет тому назад, была реализована в результате краудфандинга. Ощущение себя драматургом достаточно для того, чтобы стать участником лаборатории? Совсем с нуля, конечно, нельзя, потому что мы в рамках лаборатории не учим азам профессии, но при этом хочется сказать, что большинство белорусских драматургов не имеют специального литературного образования. То есть они по зову собственной души начали этим заниматься. А лаборатория — это скорее инкубатор, это такое место, где законцентрированное очень время можно сосредоточиться на задачах, которые есть уже внутри у человека. Когда ничто не отвлекает на протяжении 5 дней, и ты можешь думать только об этом. Хотя мы стараемся отбирать часть людей, которые уже сделали шаги в этой профессии, и часть людей, которые делают только первые шаги. У нас вот 6 драматургов в этом году, 4 из них — это люди, у которых уже есть за спиной шорт-листы как драматургических конкурсов, и 2 тех, которые только-только вот начинают. Спасибо, Александр. Желаем новых интересных открытий.